внесла огромнейший, величайший вклад в развитие исламской цивилизации. Ученые не только по Корану, по сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но как так называемые светские науки, и астрономия, медицина, математика, во всем огромный вклад внесла. Кто это ожидал? И поэтому Басап, вот наши предки, древние булгары, предки современных татар, приняли ислам раньше даже, чем Средняя Азия. Уже при жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, официально в 922 году, в 310 году хиджры. И все наши ученые на нашей родине тоже приезжали сюда, в Бухара, Самарканд. Здесь мы также приняли ханафитский мазхаб, один из самых толерантных, самый, который учит практически применять нормы ислама в жизни и у себя, и во взаимоотношениях со всеми народами. Сегодня изучение имама Бухари, его сборника Сахих аль-Бухари, в котором представлены более 7 тысяч изречений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, более чем 100 тысяч, которые он изучал. Он научным методом всю цепочку восстановил. И почему это огромный труд? Например, в Марокко каждый год в месяц Рамазан сам король собирает ученых со всего мира, и совет министров, военные руководители, гости из-за рубежа целый месяц изучают Сахих аль-Бухари. Почему? Потому что это прямые комментарии, то есть тафсир священного Корана. Я и в жизни, и в практике, и в проповеди применяю комментарий к Корану непосредственно те, которые изложены пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. А каждый аят он комментировал. Но запрещал записывать только Коран. Уже после пророка, так как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся в мир вечности, начали записывать, собирать самые известнейшие 6 книг. Сихаха Ситта это называется. Из них и книги Тирмизи, и имам Бухари, первейшие муслимы, когда два автора, собиратели. Они не авторы, они собиратели. Скрупулезно при том. Считаются правдивейшими. Никто не может их оспорить. Поэтому вот укрепление понимания основ веры, применение ее в практике в жизни начинается с популяризации.